Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – Мороз, персонаж славянского фольклора. Приближается самый сказочный праздник, который любят и взрослые, и дети – Новый год. Сегодня мы познакомимся с замечательным персонажем, без которого этот день трудно себе представить. Наш герой – Дед Мороз. Сколько лет Деду Морозу? Точного ответа не даст никто. В любом случае, можно утверждать, что Дед Мороз родился много тысячелетий тому назад. По мнению одних биографов, он потомок добродушного великана Горгона. Другие считают, что прадедом Деда Мороза был святой Николай, который очень любил делать неожиданные подарки. Сторонники этой версии утверждают, что само имя Санта-Клаус есть не что иное, как искаженное Святой Николай. У восточных славян есть образ Мороза-богатыря-кузнеца, который сковывает воду железными морозами. У разных народов разные Деды Морозы. Во Франции – Дед Январь, в Германии и Австрии Деда Мороза зовут господин Ниманд. В Англии – батюшка Рождество. В Италии его зовут Бабо Натали. Где же живет Дед Мороз? Где снежная королева? В Лапландии, на севере. Это и Гренландия, и Лапландия, и Сибирь, и Чукотка. Летом Дед Мороз живет на севере, а зимой приходит на свою вторую родину, Вологодскую область, Великий Устюг. Это один из самых северных городов не только в России, но и в Европе. Одет он в красную шубу, отороченную белым мехом, на голове старинная шапка, на ногах валенки, в руках несет детям елку и мешок с подарками. Снегурочка – любимый персонаж русских народных сказок и героиня новогодних праздников. Это очень красивая девочка, ее радует снег и холод, но пугает солнце, от горячих лучей которого она может растаять. Родилась она из снега. Вспомните сказку «Снегурочка». В народных сказках Снегурочка не исчезает, а принимает другой образ, чтобы через некоторое время вновь предстать перед людьми. И потому она вечно молода и прекрасна. А где же ее родина? В Костромском крае, откуда пошли предания о ней. В каких сказках, музыкальных произведениях вы встречали образ Деда Мороза и Снегурочки? Это опера «Снегурочка» Римского-Корсакова, где героиня Снегурочка, дитя мороза и весны, она всей душой тянется к людям, жертвует собой ради объединения людских сердец, счастья и любви. Туча с громом сговаривалась, ты греми гром, а я дождь разолью. Спрыснем землю весенним дождем. То-то цветики возрадуются, выйдут девицы за ягодами, вслед им молодцы увяжутся. Лиль-бой, ля-ли-ля-ли-лель. В роще девицы все врозь разбрелись, кто в кусты, а кто по ельничку. Брали ягодки околеса. Одной девицы вдруг нет, как нет, все той девицы
и расплакались, нашу девицу не волк лизает. Лиль мой, ля-ли-ля-ли-лиль. Повстречался девкам чуженин, чуженинушка стар, старичок. Девки глупые, забавы, что сбрели. Что за прибыль вам окаться, что за радость ей откликнуться? Вы по кустикам пошарили. Лиль мой, ля-ли-ля-ли-лиль. В этих произведениях Дед Мороз и суровая стихия, и могучий богатырь, и прекрасный русский мастеровой, и добрый волшебник. Да, Дед Мороз – своеобразный мифологический персонаж, которому присущи все достоинства русского народа. На этом я заканчиваю урок. До свидания, до следующих встреч.